непонятно. На букву Н. Нет, например, на букву Н. Что они пишут? Незвучный. Там, плохой. Раз, два, три. Раз, два, три. Слушай, это уже ваша фантазия болит. У кого что болит, тогда то ли говорит. Японец. Что, тоже неправильно? Японец. Получается, что нельзя посмотреть мотивы, да? Тебе, там, не знаю, Может, подвести. Давайте лучше. Вот понимаешь? Да, вот именно не дома, а как это поймут, и как из этой ситуации потом выходить на уроки, на котором получаете должны знать срединной автономии. И что получается? Он с этими характеристиками. Лучше было бы. Нет, что просто спросить, вот что для вас не похоже, да? Да, как не после результата. Ну, вот, Я например, не вот должна что такие говорить фотки показать? Подожди, вот вот фотки. Вот такая человек, такие. Нет, они И даже показать, если внешние какие-то, да, бывают изменения. Не обязательно только национально сделать. И наши как раз будут говорить кожа, вот, правильно, это на их уровне. Это на их уровне. Главное, чтобы они понимали, что они кожей, цветом глаз отличаются, что они отличаются там. Вот у него тут такие губы, а там такие. Ты же не будешь институционально компьютера. Пиши презентация, пиши презентация, это тоже вот как, это тоже. можно там поговорить, вот это надо вот сюда.
А у меня презентации перед глазами не будет? Ага. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начинаем наш вебинар, связанный с актуальными вопросами аттестации воспитателей детских домов и школ-интернатов. То есть, как вы уже видите на заголовке нашего титульного слайда, что вопрос пойдет также о профессиональной компетентности воспитателя как неотъемлемой составляющей аттестации и о профессиональных стандартах. То есть то, как влияют профессиональные стандарты на происходящие изменения вот в нашей деятельности, в нашей аттестации. Перед тем, как перейти уже к содержательным аспектам слайдов и нашей презентации, нашего вебинара, давайте оговорим технические моменты. Мы сегодня постараемся работать в ракурсе двух документов. Это, собственно, презентация, это сами критерии, которые разработаны для аттестации воспитателей детских домов и школ-интернатов. И совершенно не случайно время, выбранное нами для проведения вебинара. Надеюсь, мы его просчитали достаточно верно, потому что, как правило, 11 часов дня у вас большинство деток еще находится в школе, и у вас есть возможность к нам присоединиться. Это первая причина. А вот день выбран также не случайно. Это связано с тем, что сейчас в Институте развития образования мы с нашими и вашими, естественно, коллегами, воспитателями из разных районов Республики Коми, мы находимся на курсах повышения квалификации, связанных с решением проблем по социализации наших воспитанников. И вот такое присутствие здесь в живой аудитории наших коллег дает возможность им задавать вопросы. Вопросы также будут заданы и вами в чате. Но первое, о чем я попрошу, перед тем, как мы уже перейдем к содержательной части, пожалуйста, на протяжении вебинара в чате обозначьте всех присутствующих в аудитории. Объясню, с чем может быть связана такая необходимость. Наш председатель аттестационной комиссии всегда очень заинтересованно задает вопросы, связанные с участием наших педработников в разного рода таких мероприятиях. То есть вы понимаете, что должностей у нас очень много, и, естественно, для разных должностей мы проводим вебинары, семинары, многие включаются в режиме видеоконференц-связи на самих заседаниях аттестационной комиссии. Что касается встреч по поводу аттестации воспитателей, то за последние 2 года она проводится второй раз. И первый раз к встрече мы приглашали администрацию, прежде всего администрацию, они могли также пригласить вас, воспитателей, ваших образовательных организаций, но уже по разговорам с аттестуемыми, с коллегами, с которыми встречаешься, знаешь давно, выясняется, что как из условно общеобразовательных, так и из коррекционных организаций не всегда администрация передает информацию об аттестации, которая озвучивается нами на разных мероприятиях. Поэтому сегодня наша встреча обусловлена рядом подобных проблем, и мы с вами переходим к части содержательной. Секундочку, сделаем паузу. Ничего здесь нет смертельного, поверьте. Угу. Итак, презентация, Александр Михайлович. Мы опять же открываем презентацию.
Мгм. Хорошо, спасибо большое. Итак, да, вот перед вами еще ряд проблемных вопросов, которых мы сегодня хотим коснуться в рамках нашего вебинара, уважаемые коллеги. Ну, то есть вот первый вопрос. Является ли аттестация педработников средством оценки профессиональной компетентности в Республике Коми? То есть если этот факт, да, вот на уровне, скажем, Сыктывкара, республики, даже наших презентаций на федеральном уровне давно доказан, да, и когда систему аттестации в Республике Коми оценивали федеральные эксперты, причем достаточно суровые и жесткие эксперты, они как раз и говорили, да, что в Республике Коми одна из самых объективных и отражающих требования, да, сегодняшние нормативные системы аттестации. Второй вопрос, да, которого мы коснемся на протяжении вебинара, это самодиагностика профессиональной компетентности, как она происходит. И первое, да, что в этой связи необходимо заявить. Модели всех наших портфолио, да, я понимаю, что сегодня на вебинаре, например, могут присутствовать и педагоги доп. Образования, помимо воспитателей, и педагоги-психологи. Так вот, у каждого портфолио, да, модель разработана таким образом, чтобы она была и средством самооценки, да, самооценки определенных компетентностей. Ну и третье. Проектирование развития профессиональных компетенций педагогов, да, нашей республики. Позволяет ли, да, та модель аттестации, те критерии, которые сейчас созданы, развивать именно те компетенции, которые, собственно, и необходимо развивать в соответствии с современными требованиями. Итак, да, вот эти вопросы мы с вами, уважаемые коллеги, поставили. На протяжении вебинара мы будем на них отвечать, да, дополнять их. Ну и, соответственно, у вас также может возникнуть возможность задать вопрос. Я сейчас уточню, да, вот у наших помощников регистрируются люди вот на чате. Коллеги, пожалуйста, да, обозначаем, кто присутствует, да, вот на сегодняшний день на этом мероприятии. Вот, у нас, да, специалист может в чат, если я правильно понимаю, написать, да, вот посмотрите эту возможность, она вам напомнит, что нужно указать. Можно фамилию по вашему желанию, либо просто должность и организация. Если вас по одной должности из организации несколько человек, вы фиксируете столько-то человек. Итак, обратите внимание на экран, да, вот нормативные документы на слайд я вывожу совершенно не случайно по одной простой причине. Дело в том, что сейчас очень много говорят о том, что произойдут изменения на федеральном уровне в аттестации педагогических работников. И прежде всего давайте внесем ясность, да, какие изменения могут произойти, когда они могут произойти и каким образом эти изменения отразятся в федеральных документах, которые вы видите на экране. На сегодняшний день, если говорить об изменениях в аттестации педработников, реализуется инициатива президента Российской Федерации национальной системы учительского роста. Я даже сделала акцент на слове «учительского», потому что планируется, что с 2020 года именно для учителей общеобразовательных школ, в названии которых нет слова «коррекционное» или «специальное», произойдет, да, вот, возможность аттестации, еще раз, возможность аттестации на основе единых федеральных оценочных материалов. То есть речь идет о том, я вот вам даже сейчас то, что называется, немножко пролистаю, да, вот презентацию, перейду на вот то, что называется, да, национальную систему учительского роста. Сегодня для ряда учителей-предметников разрабатываются такие федеральные оценочные материалы, которые позволят им наряду, да, на основе выбора такого добровольного, самостоятельного между региональной системой аттестации и системой аттестации, которую предлагает ЕФОМ, да, аттестоваться на первую и высшую квалификационные категории. То есть возникает вопрос, да, вот сейчас нам показывали подобные материалы для учителей русского языка и математики, и когда мы стали анализировать содержание этих материалов, то, как составлены задания,
мы нашли ряд пересечений с тем, что называется нашей моделью аттестации. То есть мы берем критерии из нашей модели аттестации, да, мы анализируем, что в наших, да, показателях представляют наши педагоги, и мы находим массу пересечений с тем, что сейчас разрабатывают федералы. Ну, то есть, по сути, да, много заданий открытого типа, где вы должны что-то спроектировать, смоделировать, обосновать, доказать. То есть даются задания весьма непростые. Вот. Если говорить об аттестации учителей, считается, что в 2020 году, да, вот для учителей это произойдет. Ну, разумеется, раз федеральные органы исполнительной власти эту инициативу уже, да, эту готовность обозначили президенту, то это, конечно же, произойдет в 2020 году. А теперь я процитирую слова нашего министра просвещения, да, вот Ольги Васильевой, которая сказала в ноябре данного 2018 года, ну то есть в этом учебном году она обозначила, что до 30 года вот такие изменения, такие средства измерения нашей компетентности, они будут разработаны по всем должностям. Ну, то есть, другими словами, да, выбор появится в формах аттестации учителей в 2020 году, ну, довольно скоро. А вот для других должностей этот период, ну, вот носит такой вот 10-летний цикл, то есть постепенно будут вводиться разные составляющие. То есть конкретики какой-то особой на уровне федеральном нет. И я возвращаюсь, вот то, что называется, да, к тому слайду, где обозначены наши нормативные документы. О чем говорят лидеры профессиональных союзов работников образования, опять же, на федеральном уровне? Они говорят о том, что когда изменения в аттестации будут происходить, эти изменения должны быть зафиксированы как минимум, да, вот создается новый порядок проведения аттестации, и эти изменения должны коснуться и федерального закона об образовании, да, то есть если что-то меняется и какие-то составляющие меняются. То есть беспокоиться нам о том, что на нас это вдруг вот обрушится внезапно, наверное, не стоит. По одной простой причине. Мы сначала увидим проекты, нас предупреждают об изменениях на уровне вот таких серьезных федеральных, да, документов, и потом мы уже готовимся. Но, опять же, да, можно успокоить всех наших коллег в том аспекте, что если мы, да, на основе наших материалов, наших критериев вполне добросовестно готовимся к аттестации, мы системно понимаем, да, порядок нашей аттестации, системно представляем нашу деятельность, эксперты, да, адекватно, объективно осуществляют всесторонний анализ нашей профессиональной деятельности, то, по сути, вот уже наша, да, модель аттестации готовит нас к возможным изменениям, если говорить об этой составляющей. Вот. И теперь я напоминаю всем присутствующим, что у аттестации есть несколько задач. И вот эти задачи нам позволяют расширить круг документов, которые лежат в основе оценки профессиональной деятельности наших педагогов. Вот обратите внимание на 4-ю задачу: учет требований ФГО с кадровым условием реализации образовательных программ. То есть действительно у нас сначала появляются федеральные государственные образовательные стандарты, потом у нас появляются федеральные государственные образовательные стандарты, да, с добавкой ОВЗ, и, соответственно, да, в этих стандартах обозначены планируемые результаты. Личностный, метапредметный, предметный. Для ОВЗ, да, там разрабатываются базовые, да, всевозможные умения, да, иные. Но тем не менее, да, если мы хотим ребенка подготовить, да, быть активным, деятельным и действовать в определенных обстоятельствах, да, с опорой на свои ресурсы, то, разумеется, подобными же компетенциями, и это обозначено в 4-й задаче, должны владеть и сами педагоги. Но, к сожалению, вот профстандарты появляются чуть позднее. И вот еще раз обратите внимание, у нас есть единый квалификационный справочник, это 3-й документ сейчас на презентации. На смену ему постепенно придут профессиональные стандарты.
Да, их несколько сейчас утверждено. Вот сейчас они на экране, я надеюсь, появились. На что опираемся мы с вами, да, когда говорим об аттестации воспитателей интернатных организаций. То есть прежде всего это профессиональный стандарт педагога, и у нас появляется стандарт специалист в области воспитания. Вот, пожалуй, сегодня мы коснемся больше именно этого профстандарта. То есть иные, да, профстандарты, которые перед вами тоже уже утверждены в юстиции, вы можете найти ссылку на них в «Консультант Плюс», да, это как вот последний источник с последними обновлениями. Вот, еще раз, да, постепенно у нас профстандарты сменят единый квалификационный справочник. Следующий момент, о котором нужно говорить, да, и о котором я сейчас, да, вот так тезисно скажу. Модель аттестации педработников нашей республики. Что она на сегодняшний день из себя представляет? Вот две части вы сейчас видите на экране. Одна часть описывает межаттестационный период. Это когда за счет, да, обеспечения информационно-методического, аббревиатура ИМС, научно-методического, да, то, что размещается на сайте Института развития образования и Министерства образования, то, что происходит на видеоконференциях, вебинарах, семинарах, консультациях. И я дополню, на курсах повышения квалификации, которые все непосредственно связаны, да, с развитием тех компетенций, которые сейчас затребованы, да, стратегическими документами в образовании. То есть вот за счет этих документов, да, вот организуется межаттестационный период. Мы помним, что на категорию квалификационную человек аттестуется добровольно, и он может к этому заранее готовиться. Вот. И еще один момент, почему, да, к этому такое серьезное отношение. Вот у нас серьезно меняется и поменялось с 2014 года формат портфолио. Вспомните, что у нас было исторически, да? Когда вводят понятие портфолио, как правило, воспринимают этот документ, да, как папку достижений, куда мы стараемся вложить вот любое свое участие даже в общественной жизни, да, какой-то. Вот. В 2014 году в некотором роде, да, федералы понимают, что не совсем корректно это было обозначено, и вводят более жесткие требования к аттестации. То есть теперь, да, уже люди аттестуются на основе, да, своих достижений, и экспертные группы в аттестационных комиссиях в разных регионах оценивают именно качество продуктов педагогической деятельности, а не факт участия где-то или в чем-то. То есть они оценивают то, что развивается, да, и какие результаты мы можем получить у обучающихся, личностные, метапредметные, предметные. И оценивают эксперты уже то, что называется качество продуктов вашей профессиональной деятельности. Соотносят их с той или иной категорией, либо не соглашаются, что эти материалы соответствуют категориям. И в этой связи, с учетом специфики в нашей республике, у нас появляется вот такое вот правое, да, крыло вот этой модели, методическая поддержка. Мы ее еще называем, да, адресная поддержка аттестующихся уже в аттестационный период с момента подачи заявления до момента вынесения решений комиссии. И что происходит вот в этот аттестационный период? Он зачастую продлевается, я объясню, как это происходит. В этот аттестационный период, естественно, традиционно происходит оценка экспертами аттестационных материалов. Ну, предположим, человек подавал на высшую категорию. Эксперты оценивают и, пообщавшись, сообщают, да, комиссии, что материалы, к сожалению, высшей категории не соответствуют. Соответствуют только первой. Что мы делаем дальше? Мы действительно предлагаем педагогу рекомендации по доработке до высшей. На период доработки, да, если, допустим, срок действия предыдущей аттестации у него закончился, мы ему предлагаем, да, пока написать заявление на первую, отозвав заявление на высшую. И педагог уже на свое усмотрение может этот материал в течение учебного года или уже по договоренности, если учебный год завершен, с переходом в следующий учебный год, доработать свои аттестационные материалы по тем пунктам, которые обозначены были экспертными группами.
То есть человек дорабатывает и, соответственно, может опять подать заявление на высшую категорию. То есть таким образом, да, нам удалось очень серьезный процент людей, поставлю следующее слово в кавычки, дотянуть, да, вот до понимания того, что делает аттестация, и до, собственно, заявленной категории. Разумеется, есть ряд исключений. И когда происходит отчет Республиканской аттестационной комиссии перед республикой, то, собственно, мы показываем, какой процент людей все-таки вот подавал на высшую, перешел на первую. Ну, где-то у нас в этом году 17%, наверное, таких людей было. А вот теперь, уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание на следующий факт. Вот эта помощь, да, вот со стороны комиссии, центра аттестации, экспертных групп, аттестующимся по доработке, она носит вот характер, скажем, такой новации на уровне нашей республики. Потому что сам федеральный порядок аттестации, который является документом прямого действия, и вы им же руководствуетесь, аттестуясь на соответствие занимаемой должности, так вот, сам порядок аттестации не предусматривает никаких доработок. Он предусматривает вынесение комиссии решения, да, установить категорию, не установить категорию. Поэтому очень хорошо нужно понимать, что рекомендации по доработке – это гуманистическая альтернатива, то есть сохраняющая честь, достоинство, нервы, да, педагога, альтернатива приказу, который может прийти в организацию, где написано, извините, вам отказано в установлении категории. Поэтому вот эту составляющую я прошу всех понимать, да, и конструктивно взаимодействовать, если вы доработку осуществляете, как с центром аттестации, так и, собственно, если вы не соглашаетесь с какими-то позициями, выраженными экспертными группами. А мы вам присылаем именно, да, вот информацию или звоним, сообщаем ее, ту, которую выразили экспертные группы. Я сегодня в конце презентации покажу вам пару слайдов, как раз выдержка, да, из аттестационных материалов наших коллег. Они мне любезно разрешили, хоть я делаю это без ссылки на фамилии и организации, но тем не менее вот разрешение я у них спросила. Вот. Итак, вы увидели модель аттестации, уточнили особенности, и так как сейчас в чате, люди, как правило, в чате пишут вот, ну, не очень активно, я задам вопрос аудитории, здесь присутствуют наши коллеги. Коллеги, есть ли вопросы по этой части? Все ли понятно? Да? Нет? Им пока все понятно. Угу. Итак, мы еще обращаем внимание на то, что нашей системе оценивания профессиональных компетентностей присвоена такая консолидирующая роль, и что сами модели аттестации позволяют, да, и педагогу, и эксперту, работодателю, да, действовать в едином ключе. Вот обратите внимание, пожалуйста, на эту составляющую. Работодатель может, да, планировать развитие педколлектива, разных компетенций, да, своих педагогов, в том числе, да, в достижении целей ФГОС. Эксперт, он опирается на единообразные, стандартизированные, да, характеристики направления труда педагога. А педагог, ну, поверьте, невозможно, да, на сегодняшний день, если вот мы описываем некий трехлетний период, а мы берем минимальный для высшей категории трехлетний период для первой и двухлетней, для того, чтобы показать результаты своей работы, вы можете, разумеется, показывать и целиком пятилетний период, как вам удобно, да, потому что категория присваивается сроком на 5 лет. Так вот, педагог, да, должен как минимум запроектировать свои цели, содержание, формы работы и периодически к окончанию, да, каждого года вот такие отчеты, да, по своей деятельности формировать. Да, формировать, и тогда они просто лягут в основу портфолио. То есть если этого не происходит, и, например, не консолидированный педагог и работодатель не напоминает, не заставляет метод службы, да, вот эти вещи, да, стимулировать, не включает, да, те составляющие, которые на сегодняшний день отражены в портфолио, в план работы методических служб, то, как вы понимаете, проблемы у педагога будут. В том числе нам приходится слышать такие жалобы педагогов. У нас в организации ни одного приказа нет, да, который нам может понадобиться при аттестации.
У нас в организации мы не видели программу воспитательной работы, да, и мы чего-то там сами работаем. То есть, уважаемые коллеги, вот это слышим не один год, да, и такие моменты, они на сегодняшний день продолжают звучать, порой, что называется, да, приехавшего откуда-то воспитателя встретишь на улице, да, там спросишь, как дела, да, и вот разные вот такие мнения звучат. Поэтому имейте в виду, уважаемые, да, коллеги, вот как эти вещи происходят. Вот. Этот слайд, да, вот он в 3 буквально тезиса обозначает, как происходила разработка модели аттестационных портфолио. То есть создавались творческие группы, чтобы вы понимали, на сегодняшний день у нас нет каких-то там, да, людей, отстраненных от вашей деятельности. Да, напомню присутствующих, да, что сегодня в качестве заведующего центра аттестации я веду этот вебинар, но в то же самое время я порядка 18 лет и работаю с группами воспитателей, где мы абсолютно в реальном режиме и абсолютно на реальном материале моделируем, да, вот те составляющие, которые как, да, повышают компетентность наших педагогов, так и могут лечь в основу портфолио. Вот, поэтому вот все, что касается разработки, да, вот модели портфолио, этим занимались, да, вот коллеги, которые работают в детских домах, школах, интернатах, да, мы эти модели вывешивали на обсуждение, на апробацию, и после этого их уже принимала Республиканская аттестационная комиссия. И четко отслеживалось, чтобы критерии, с одной стороны, соответствовали тем требованиям, которые предъявляют федералы, а с другой стороны, они были полезны нашим организациям для их развития, да, так и развития отдельных педагогов. Ну и, разумеется, все это направлено для того, чтобы компетентный педагог имел больше возможностей помочь детям в их социализации. Итак, вот одна из характеристик структуры профстандарта. Да, вот мы говорим о том, что мы уже должны определенным образом учитывать структуру профстандарта при разработке портфолио. То есть, в принципе, так как изначально деятельностный подход, он ложился в основу портфолио, то когда появился профстандарт, противоречий никаких не было. То есть наоборот, да, мы не устроили с появлением профстандарта специалист в области воспитания, обратите внимание, новый стресс нашим воспитателям, что что-то поменялось в портфолио. Портфолио сразу продумывалось так, чтобы оно, да, работало в долгосрочном режиме. Вот. Еще раз обращу внимание, какие компетенции измеряет на сегодняшний день и заявляет национальная система учительского роста. Обратите внимание, предметная, методическая, психолого-педагогическая, коммуникативная. Вот по сути, да, эти компетентности перекликаются где-то, да, и с планируемыми результатами, которые мы формируем у детей, да, только в ключе несколько, да, ином. Мы формируем у детей метапредметные результаты через коммуникативное, регулятивное, через познавательное. Мы работаем на личностный результат. Ну и, разумеется, профессиональное развитие педагога, которое вы видите на экране, оно перекликается, да, вот с тем, что мы сегодня имеем в нашем портфолио. Перед вами сейчас находится диаграмма, которую мы представляли на форуме в этом учебном году работников образования. То есть вот это срез, да, причем того, о чем отчитывается республика на федеральном уровне, то есть как у нас происходит изменение за последний 5-летний цикл. А помните, категория присваивается сроком на 5 лет. Какой процент у нас людей имеют те или иные категории. Но вот обратите внимание, если в 2012 году еще было понятие там вторая категория, кто-то ее имел, сейчас это называется без категории или соответствия занимаемой должности, то мы видим, да, незначительный рост людей, которые имеют первую категорию, и незначительное уменьшение там, на 3% людей, которые имеют высшую категорию. К сожалению, должна констатировать, что эта тенденция набирает обороты. Безусловно, это связано и со средним возрастом наших педагогических работников.
То есть обратите внимание, да, в каком-то возрасте человек уже просто, ну, принимает решение не аттестовываться, там, не прикладывать усилия в данном направлении. У нас в кабинете никого не осталось. Вот. Но вот теперь посмотрите, мы сравнили наши результаты с разными областями. Да, и оказалось, что Республика Коми похожа по разным факторам Саратовской, Кировской, Архангельской, Самарской областями. То есть где-то по среднему возрасту педагогов фактор повлиял на вот количество наших, да, аттестующихся, да, которые колеблются там в пределах 20-30% по разным категориям. Недостаточно информированность о системном характере профессионального развития. И вот с моей уважаемой группой, да, которая сейчас присутствует, вот мы тоже не всегда, да, то есть думали, аттестация для того, чтобы зарплату выше платили, да, оказывается, еще там для чего-то. Вот. Формальное прохождение, повышение квалификации – это наша боль, да, то есть сейчас, когда мы заговорили о конкуренции между разными курсами повышения квалификации, мы понимаем, да, что у нас директора образовательных организаций выбирают дистанционные курсы. Ну, не бывает, да, курсов 72 часа за 600 рублей, уважаемые коллеги, и невозможно в режиме, да, вот таком информационно-знаниевом наработать профессиональные компетенции. Строго говоря, хорошие дистанционные курсы, они для педагога, который, ну, вот уже, знаете, имеет высшую категорию и готов совершенствоваться дальше. То есть, безусловно, когда человек, да, вот не был на стандартных курсах повышения квалификации, да, когда он хотя бы раз в 5, да, не прошел 72 часа, дистант совершенно бессмысленен, да, и мы это очень четко сейчас фиксируем. И почему, собственно, да, еще одна из проблем организации проведения этого вебинара, к сожалению, наши коллеги сейчас не проходят выше первой категории, а хотелось бы. Ну, здесь еще названы, вы видите, процессы миграции, ну и получается мотивация педагогических коллективов. Извините, уважаемые руководители, наверное, сейчас это будет камешек в ваш огород, но люди очень чутко реагируют, если руководители заинтересованы, да, вот, в повышении квалификации в уровне своих, да, педагогических работников, наверное, особенно, когда они работают с такими, да, вот, коллективами детей. Если руководители не заинтересованы в этом, не находят возможности и средств, да, для вот такого рефлексивного обсуждения в живом, да, вот, педагогическом коллективе профессиональных проблем, выработки способов выхода, да, из разных проблемных ситуаций, то, безусловно, будет гаснуть и мотивация педагогических коллективов. Да. Некоторые представители молодого поколения даже наивно спрашивают, а нужны ли курсы. Секундочку, у нас возник вопрос. Вопрос будет, нет очного обучения как учителям? Не знаю. Задали вопрос, будет точное обучение учителям в смысле школ-интернатов. Уточните, пожалуйста, авторы обращения, что именно имеется в виду, и мне передадут, да, потому что картинка чата вот у помощника. Я двигаюсь дальше, да, и когда посмотрели, какова ситуация в благополучных регионах, а среди них, естественно, называют Москву, Московскую область, Ленинградскую область, выяснили вот такие факторы, что там как раз очное обучение на курсах повышения квалификации раз в 3 года и, ну, минимум 72 часа, а потом, говорят педагоги и сами руководители организации, потом уже человек сам набирает, да, себе разные семинары, вебинары, да, уже вот он каким-то образом специализируется. Ну и чем характеризуются наши культурные, да, и реальные столицы, это систематическим характером обобщения своего педагогического опыта в публичном ключе. Ну, вплоть до того, что вот разные выступления, разные мастер-классы у них выкладываются, да, на сайтах, это все имеет публичный характер, это все отслеживается, собирается и учитывается при аттестации. Ну, у Москвы, как вы знаете, вообще отработана мощная, да, платформа, да, где можно собирать всю активность педагогов, да, результаты детей, но это очень серьезные, да, средства и вливания. Мы пока вот идем тем путем, исходя из тех ресурсов, которые у нас есть.
Вы обратили внимание, да, на то, что я сейчас показала. Вот. У нас вот сейчас, безусловно, и вот уже вы на экране видите слово «проблема», обозначенную красным. Проблема связана вот с чем. Я оставила этот слайд, да, из нашей встречи с экспертами. Наши эксперты сейчас, формируя рекомендации, фактически, да, вот продолжая обучение, мне лично в ряде случаев приходится, да, с нашими воспитателями, да, в попытке помочь им аттестоваться на высшую категорию, продолжать, да, обучение либо по телефону, если это другой город, да, либо вот при очных встречах, если они могут подъехать из близлежащих районов. То есть это не совсем функция экспертов, как вы понимаете. И если сейчас просто, да, вот объективно увеличится количество аттестационных материалов, то мы, очевидно, можем отказаться, да, от того, что называется рекомендации по доработке, и будем получать просто аттестован, не аттестован. Да. Ну вот это связано с объективными основаниями. И вот это опасение я выражаю, потому что это еще один риск, который может понизить количество людей, имеющих квалификационные категории, и этого бы чрезвычайно не хотелось. Потому что на сегодняшний день, да, мы изо всех сил удерживаем возможность вот такой методической помощи нашим аттестующимся и воспитателям в том числе. Итак, самодиагностика профессиональной компетентности педработника, как я и обещала. Вот буквально за счет одной цитаты одного из наших методологов местных. Просматривается через уровень подготовленности материалов ваших, да, системный анализ, если вы его, да, представляете. То есть как связана ваша программа с результатами ее реализации, как связано ваше занятие с подпрограммами, которые реализуются воспитателем. Вот. И диагностируется через технологическую цепочку, которую реализует ребенок в деятельности. То есть, другими словами, да, овладевает ли ваш ребенок, да, учебной деятельностью, овладевает ли ваш ребенок игровой деятельностью, предпрофессиональной деятельностью, может ли себя ребенок организовать, может ли он себя оценить, может ли он ставить цели и, соответственно, перед этим анализировать проблемные ситуации. Вот эти вот две составляющие очень четко, да, просматриваются через наше портфолио. Я, с вашего разрешения, обращусь к аудитории, да, вот, ну, буквально. Вот сейчас, да, вы видите себя? Вас не слышат, только я слышу. То есть еще раз, да, то есть мы должны сами научиться технологично работать для того, чтобы, да, деятельностью овладели наши дети. А деятельность у нас, как известно, да, составлена из ряда взаимосвязанных компонентов. Да. При исчезновении одного из них структура деятельности разрушается, и у наших детей, да, что наиболее прискорбно, да, утрачивается ряд возможностей социализироваться. Мы это очень четко видим при встречах, да, отсматриваем, да, вот в разных ситуациях жизненных, здесь, когда встречаемся на курсах. Ну вот постарайтесь понять, да, вот о чем здесь идет речь, и если не совсем понятно, а вебинар это так называемое, вот забыла, да, обещала коллегам сказать, не сказала. Это мероприятие не обучающее, это мероприятие методическое, обозначающее направление, проблемы, называющее пути их решения. То есть понятное дело, что обучаться нам необходимо, да, вот встречаясь несколько в ином режиме, а не на вебинарах, да. Вот. Сейчас перед вами открылся слайд, где отражен пункт 36, порядок аттестации. Я не случайно упомяну, что порядок аттестации – это документ прямого действия. И вот когда комиссия принимает решение, она обращается вот к таким основам. То есть если переводить вот эти основы на язык портфолио, да, вот смотрите, положительные результаты освоения детьми, ну, в вашем случае, да, образовательных программ. То есть мы показываем, да, какой у наших детей уровень воспитанности. Здесь недостаточно показать, да, некий процент или некую там отметку, некий символ, или просто сказать, уровень любви к родине вырос, да. То есть когда мы говорим уже об аттестации на категорию, а у нас педагог с первой категории, он дефис, учитель-методист, то есть может объяснить, что и как делать. А учитель с высшей категорией, он уже не просто учитель-методист, он учитель-наставник, он уже может включиться в
проектирование другими, да, педагогами своей профессиональной деятельности. Поэтому обратите внимание, здесь две разновидности мониторингов заявлены на слайде, да, вот в пункте 36 порядка аттестации. То есть вы сами наблюдаете за тем, что происходит с детьми, да, и, возможно, еще срезы такие контрольные извне, да, какие изменения происходят у детей. Вас это касается меньше, но, тем не менее, вот с группой мы уже говорили необходимость представления при аттестации воспитателей как минимум вот 3 таких документов, повышающих объективность информации, да, результатов, которые вы заявляете. То есть это, да, диагностика на основе адаптированных, да, достоверных методик. Ну вот Семенова вы представляете, даже вот я покажу на конечных слайдах эти вещи. Вот. Но этого недостаточно, да, диагностика педагогическая через тесты и психологическая несет до 20% информации. Значит, у нас должны быть разнообразные дневники педнаблюдений, вы можете называть их как угодно, да, которые отражают развитие ребенка через ряд критериев. И, безусловно, нужны так называемые рефлексивные, да, дневники или листы самонаблюдения со стороны самих воспитанников. Иначе весь контроль и вся диагностика, она совершенно бессмысленна, если ребенок не осознает, да, и не контролирует свои действия сам, не научен этому, то тоже ни о какой результативности речи быть не может. Позднее я вам вот это покажу на слайде. Вот. Ну и обратите внимание, да, на такое словосочетание, как личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания. Вот этот вот основной посыл, да, вот он последний, здесь черным, жирно выделен. Вот он как раз, как правило, не реализуется в портфолио даже на высшую категорию. То есть мы видим результаты диагностик, кратко, да, то же самое описывается словами, столько-то процентов вырос уровень воспитанности или любовь к родине подросла на 15%. Что было с детьми, что стало, как изменилось их поведение, как изменилась их мотивация, как изменились их действия. Да, насколько их поведение носит ситуативный характер, устойчивый. То есть это, как правило, в наших портфолио, к сожалению, не анализируется. А вот личный вклад как раз и означает, что педагог может проанализировать особенности своей группы детей на основе, да, результатов, спроектировать или откорректировать имеющуюся программу и получить определенный результат. Мы двигаемся дальше. Как я говорила, мы докажем себе и покажем деятельностную структуру профессионального стандарта и найдем пересечение с тем, что у нас есть в портфолио. Вот посмотрите, что у нас профессиональный стандарт педагога, да, запрашивает. Он запрашивает организацию учебной деятельности или иной деятельности обучающихся. Он запрашивает от педагогов разработку программно-методического обеспечения. Он запрашивает разновидности педагогического иного контроля. Посмотрите, каким образом у нас это отражено в портфолио. Вы все знаете, что мы в первом критерии представляем, да, программу нашей деятельности. Мы демонстрируем в третьем критерии, как мы, да, организуем деятельность детей на разных занятиях, мероприятиях, и мы, да, демонстрируем способы измерения, да, тех изменений, которые происходят в личности, в поведении ребенка. Вот. И в этой связи, да, есть еще определенные вот, да, вот посылы из профстандарта, которые получили отражение в портфолио. Но я вам вот посоветую даже в таком ключе пойти. Можно брать действительно портфолио специалист в области воспитания и именно отсматривать, да, там, чему соответствуете вы. Да, то есть нормальное вот такое вот методическое совещание должно пройти в каждой из организаций, где вы вот посмотрите, да, вот чему мы сейчас соответствуем, потому что, напоминаю, даже аттестация на соответствие занимаемой должности будет проходить на основе профессиональных стандартов. Это совершенно точно, потому что через это проходит сейчас каждая организация, и когда у нас в институте, у нас, да, вот свой формат аттестации на соответствие занимаемой должности, но тоже четко, да, вот аттестуя наших методистов, да, вся комиссия смотрит, насколько методист соответствует профстандарту. Итак, перед вами критерии, которые
легли в основу нашего портфолио. Выключите, пожалуйста, не вижу. Угу. Мы сейчас выключим телефон. Это я оставила или вы? Я, да? Можно? Вот. Итак, первые два критерия, они несколько, да, вот именно сформулированы с учетом деятельности непосредственно воспитателей, а вот вторые два критерия, они, как правило, носят типичный характер для большинства педагогических должностей, только через показатели заявляется именно то, как работает каждая должность. Итак, уважаемые коллеги, вот я перехожу уже, да, вот к специалисту в области воспитания. И вот смотрите, опять же, какие функции заявлены. Что должен делать специалист в области воспитания? Проектирование программ воспитания и социализации. Коллеги, видим, да? Дальше. Организация социально и личностно значимой деятельности детей и взрослых. Просто на наших курсах, в частности, обучаются люди, которые работают и со взрослыми. Да? Если это психоневрологические интернаты, больницы, да, это тоже может быть. Создание условий для развития детской самодеятельности. Обратите внимание, да, опять же, деятельность, которая реализуется в самостоятельном ключе. Извините, перезвоню вам. Так, дальше. И следующий вот компонент, который, собственно, да, как я говорила, отражает деятельностную структуру, организационно-методическое обеспечение деятельности детских общественных организаций, объединений в неурочной досуговой деятельности обучающихся. То есть обратите внимание, если мы будем брать показатели нашего портфолио, там есть варианты, связанные с воспитанием и социализацией, да, с самоуправлением, с самообслуживанием. Да? То есть мы просим, да, наших уважаемых коллег при аттестации продемонстрировать методическую разработку, это на высшую категорию, методическую разработку воспитательного занятия, показать его связь с другими занятиями с программой, да? Продемонстрировать, что это занятие, какие она достигает результаты, как эти результаты работают на формирование у наших детей способностей к преодолению трудностей социализации. Я вот вам сейчас отмечу на последнее. Способности к преодолению трудностей социализации раз и возрастные задачи развития два. Вот это то, что мы не найдем практически ни в одном нашем портфолио. Мы представляем, как правило, да, вот диагностики, которые применяются и в школах, и далеко не из каждого портфолио воспитателя интерната поймешь, с какими детьми он работает, и что у этих детей есть специальные проблемы, и что эти проблемы также необходимо решать специально организованным образом. То есть вот эти вещи, к сожалению, из портфолио уходят, как и сами дети. Вот это вот основное, да, затруднение наших коллег. Вот как я обещала, я обозначила, да, эту проблему. Ну а что касается ситуации проектирования программ воспитания и социализации, вот именно адаптации, да, каких-то программ для организации, ну я напомню, во-первых, то, о чем говорят наши коллеги, далеко не всегда они вот их все видели. Хотя, если честно, вот больше гораздо, наверное, больший процент портфолио все-таки опирается на те программы, которые организуются и реализуются в организации. Но вот знаете, какой тут сразу возникает минус. Воспитатель может прикрепить такую программу, фрагменты с такой программы, без какой-либо адаптации и без какого-либо учета диагностики, которая проводилась на его группе детей. Он просто скопировал программу, которая есть в организации, и поместил в портфолио. Это здорово, что воспитатель видит свое место в этой организации, но, к сожалению, это место его группы, оно не обозначено. И, разумеется, вот такие продукты, да, в которых есть диагностика, да, вот такой срез, в которой есть там копии программы, упоминания направлений работы, на сегодняшний день даже имеют возможность получить первую категорию. Но если честно, по мнению экспертов, это соответствие занимаемой должности. Мы даем первую категорию. Оцените ситуацию, уважаемые коллеги. Итак, мы двигаемся дальше. Вот здесь я просто уже конкретно показываю вам. Трудовая функция такая-то, социально-педагогическое сопровождение, социальная адаптация обучающихся. Вот это заявлено в профстандарте про программе и как это показано в аттестационном портфолио.
есть, еще раз, да, мы получаем эти вещи, да, и мы имеем возможность, да, с нашей моделью портфолио работать дальше, совершенствоваться, да, не устраивая стресса коллегам, да, в силу того, что то один стандарт появляется, то другой, мы не меняем, да, основа остается все той же. Вот. То же самое касается модели развития детского самоуправления. Вот о чем я здесь опять же скажу. Зачастую, что мы видим в портфолио? Названо, в лучшем случае, да, там какая-то модель скопирована, она не описана, просто называются, что есть вот такие-то должности там, да, вот в этой у детей, и что Катя, Оля, Лена, да, побывали вот в таких-то ролях, да, вот реализуя самоуправление. Что изменилось при этом, да, вот в жизни Кати, Оли, Лены, да, изменилось ли поведение детей, их мотивация и так далее, на каком уровне, тоже совершенно непонятно, если говорить вот об этой составляющей. Поэтому, уважаемые коллеги, помним, да, что нам самоуправление необходимо, чтобы у детей развивались определенные качества, и когда мы анализируем или включаем детей, да, в самоуправление, мы должны понимать, да, как эти качества развиваются. То есть этого из портфолио, как правило, не видно или написано весьма обобщенно. Вот, далее, ну вот профстандарт нас призывает проводить творческие занятия и мероприятия. В аттестационном портфолио мы тоже это сдаем в виде показателя. Представлена система деятельности по вовлечению детей в социально значимую творческую деятельность. Вот здесь тоже обращу внимание, уважаемые воспитатели, вот тут у нас вопрос возникал в группе, он был более сложный, может быть даже вот в ином, более обобщенном контексте я сейчас обозначу. У вас дети участвуют в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Вы, как правило, прикладываете таблицу, в которой написано «участвовал», диплом такого-то места. Что изменилось в ребенке, что было, что стало, зачем вы его включали для этого участия. Ведь один проявляет свои какие-то специальные способности, другой, возможно, учится выступать перед аудиторией. Раньше он не мог, боялся, ему было страшно. Вот. Но все эти моменты, да, в портфолио совершенно не представлены, и складывается очень такое, да, устойчивое впечатление, что воспитатель просто включает детей в какую-то работу, ну, потому что нужно. Вот. Как меняется, да, от этого ребенок из портфолио, непонятно. Хотя, безусловно, когда поговоришь с воспитателем, знает, умеет и комментирует он гораздо больше. Вот. Следующие слайды обозначают функции методических служб, и, в принципе, мы имеем возможность, да, вам эту презентацию разослать. Но я совершенно не случайно попросила вас в чате зарегистрироваться, да, потому что всем подряд по списку посылать не будем, да, будем, разумеется, да, тогда передавать презентацию, ну, только лицам, собственно, заинтересованным. Итак, да, вот, уважаемые коллеги, здесь, да, вот ряд позиций, которые необходимо предпринять для того, чтобы и стандарт в организации внедрялся, и это касается больше методических служб. Поэтому я то, что называется, пролистываю. Для целостности у нас эта составляющая есть. Я сейчас перейду к анализу, да, нашего портфолио, кое-какие моменты покажу. Вот. В целом аттестация, как вы понимаете, да, и мы делаем этот вывод, определяет стратегию профессионального развития, позволяет как управлять, да, развитием наших педагогических кадров, консолидирует модель нашего труда, понимает, да, вот о чем и про что мы работаем, дает возможность проанализировать, определить профессиональные дефициты. Вот. А сейчас, да, вот я обращу внимание еще раз, да, вот на слайде зафиксировано проблемы, которые в портфолио не отражены. Вот смотрите, трудности социализации, возрастные задачи развития. Вот наша группа, как правило, вот на курсах повышения квалификации, она вызывает каждый раз изумление, да, методистов своей невероятной замотивированностью, и каждый раз, да, это происходит, но вот тем не менее, да, вот на определенные вещи, даже вот встречаясь неоднократно, мы, оказывается, не всегда ориентированы. То есть еще раз, да, портфолио должно преломляться через те способности, которые вы развиваете у детей, способности к преодолению трудностей социализации. Портфолио должно преломляться через то, решаются ли возрастные задачи развития, так как у наших детей, да, есть отклонения от
задач развития. То есть эти вещи в портфолио не просматриваются. И даже если бы педагоги фрагментарно демонстрировали это понимание, то, безусловно, шансы аттестоваться у всех бы повышались. Понятно, что у нас аттестуются тоже не самые идеальные, да, коллеги, но тем не менее, хотя бы, да, в некоторых частях портфолио продемонстрировавшие свое понимание проблемы. Вот. А сейчас вот как раз выдержки из тех диаграмм одной из аттестационных работ, да, вот так как коллеги там работали вместе, разрешили показать, я хочу обратить ваше внимание вот на две, вот сначала будет по Степанову Григорьеву личностный рост, да, это диагностика отношения к своему душевному я, и такой вот результат не совсем, да, видите, позитивный, и вторая диаграмма это отношение к труду, видите, здесь все практически благостно. Вот. Наши уважаемые коллеги вот пишут, да, что дети не совсем принимают себя, да, вот пишут о том, что самооценка, да, достаточно у них может быть низкая. Вот обратите внимание, да, вот ситуация в данной группе, которую мы наблюдаем, да, она несколько меняется. Причем, посмотрите, она входит в пик вот во второй год, да, вот в середину того цикла, который описывает педагог. То есть педагог не фиксирует, что же происходит, почему дети сначала к себе относились ситуативно негативно, а потом у них даже появляется устойчиво негативное отношение к себе. Но, мягко говоря, да, вот что такое, давайте посмотрим, ситуативно негативное отношение к себе или даже ситуативно-позитивное отношение к себе воспитанника детского дома. А это означает, дорогие друзья, что он опирается в своей, да, оценке себя не на самооценку, а он опирается на оценку извне. То есть сказал ему кто-то, вы ли как воспитатель, директор ли, да, другой педагог, либо ребята из группы, что он такой вот, возможно, не очень умный и хороший. И он вот сегодня в это верит. Завтра ситуация может измениться, его за что-то похвалили. Но дело в том, что неадекватная, неустойчивая самооценка, извините, один из самых худших помощников, да, в том, чтобы потом дети вышли из интерната и жили самостоятельно. Наш ребенок все время будет искать опоры, он все время будет группироваться, да, с другими нашими выпускниками, и вы знаете, какой сценарий потом, да, разворачивается. Живем все вместе, братья и сестры, рождаем детей, их же отдаем вам. Вот, поэтому вот эта вот картинка зависимости самооценки ребенка от кого-то третьего, второго лица означает, что как минимум самооценку детей, как обязательная деятельностная составляющая, у нас в детских домах, да, интернатах не очень-то развивают. То есть вот если бы мы, допустим, написали, да, что вот такие-то вот пишут, уважаемые коллеги, да, что мы проводим работу потому-то, потому-то, да, вот что стараемся укрепить самооценку, но реально здесь нужно менять, да, вот очень многое в подходе, ведь за организованность жизни, да, предложенный им режим жизни, он уже ставит ребенка в зависимость не от себя, а от кого-то. Да, и потом наших детей очень легко использовать для каких-то преступных целей людям, которые их вот ситуативно похвалят. Видите, ситуация в этой группе, безусловно, меняется, да, только треть детей относится к себе отрицательно, да, другие 2/3 уже видят себя в более, да, положительном ключе в 17-18 году, но опять же эта оценка зависит от мнения окружающих. То есть ребенок не может себя принять, он себя не понимает, он не знает, кто он такой, и ему неизвестно, на какие свои свойства, качества и сильные стороны он может положиться. Вот обратите внимание, да, вот что следует из диагностики. Но при этом, уважаемые коллеги, большинство из вас именно представляют такого рода диагностику. Никто не исключение. И дело не в том, что она представлена, а дело в том, что вы делаете для того, чтобы этого не было. Да, вот, то есть ли работа на то, что мы называем устойчиво позитивное отношение к себе.
Вот, поэтому, уважаемые коллеги, то, что сейчас представлено на диагностике, это типичная ситуация развития воспитания ребенка в детском доме, школе-интернате. Ну, вам это известно, это описано в литературе. Вопрос в другом, да, как этот известный факт преломляется в работе воспитателя, как он преломляется в работе организации, да, что мы делаем для того, чтобы ребенок научился себя оценивать и на основе оценки, да, проектировать свои черты. Ну и, разумеется, я здесь не показываю на слайдах, но отношение наших детей к окружающим, ну а что их любить, если я к себе плохо отношусь, да, к людям, которые не похожи на меня, оно имеет примерно вот ту же зависимость. И то есть, естественно, что специальные усилия мы должны увидеть в вашей программе, в ваших характеристиках детей. Да? Специальные усилия это должны быть направлены. Иначе затрудняется социализация, иначе да, ребенок попадает в зависимость от лиц, которые используют их жизнь и здоровье далеко не в социально одобряемых целях. Ну, то есть, вот смотрите, мы поговорили о проблемах, да, детей, мы поговорили о возможностях анализа, мы поговорили о том, как строится работа, да, и упоминается ли в работе вот эти вот составляющие. Вот. Как раз коллеги, да, вот, которые, ну, вот, материалы, которые мы видим, они как раз вот и описывают, да, как они ведут подобную работу, и динамику-то мы позитивную все равно наблюдаем, но вот тем не менее, да, вот что можно сделать для того, чтобы это отношение улучшилось. Вот следующий слайд, это как раз путь к улучшению отношения к себе. Смотрите, следующий слайд, отношение к труду. Ну, как правило, да, ребята принимают участие в субботниках, ребята ремонтируют мебель, и они реально видят продукты своего труда. Любой человек, когда он чего-то достигает поставленные цели, он радуется, да, ему это нравится, он чувствует свои силы, он понимает, что это он может, и он может опираться на свои возможности. То есть, казалось бы, да, отношение к труду – это путь улучшения отношения к себе. Вопрос, дорабатывают ли наши уважаемые воспитатели, помогая детям установить связь между усилиями и, соответственно, результатами. То есть вот эта вот составляющая, она зачастую не очень ярко, да, просматривается, наверное, в рамках вебинара я даже продолжать не буду, да, здесь целые стратегии, и здесь мы вот об этом должны говорить, собираясь не, да, вот в режиме односторонней связи. Вот. Но здесь очень интересная закономерность прослеживается. Да? Обратите внимание, 3-й год устойчиво позитивное отношение несколько меняется. Мы выясняем, что часть детей становятся студентами и уже не всегда участвуют как в общественно полезной деятельности, так и в деятельности трудовой, которая может быть оплачена, да, со всеми. Вот, и начинают потихонечку отлынивать. И вот посмотрите, что происходит. В период 16-17 года, да, у детей формируется устойчиво позитивное отношение к труду, но связанное с совместной работой в группе. В следующий год жизнь части детей, которые становятся студентами, индивидуализируется, и они как бы отлынивают от работы. Получается, что это уже проблема, и уже организация должна понимать, что для студентов должен быть определен, да, некий фронт работы, за который они отвечают уже в индивидуальном порядке. Вот происходит ли это в организации? Ну вот вопрос. Но я вам таким образом показала еще вот возможности анализа и как можно, да, из диаграммы считать, да, очень многие такие вот моменты, которые так или иначе происходят или не происходят. Вот, поэтому, безусловно, наши уважаемые воспитатели, которые это, да, комментируют, они напишут о том, да, что вот для студентов нашелся, да, вот участок работы, за который они отвечают, и таким образом мы переводим их из ситуативно-позитивного, да, отношения к труду, когда меня воспитатель попросил, я сделал, или не сделал, если он забыл попросить. Вот, все-таки возвращаем, да, вот людей, у которых уже формируется
формируется собственное, да, отношение к труду, не отлынивать, да, нести ответственность, мы возвращаем вот в лоно устойчивого позитивного отношения. Итак, да, уважаемые коллеги, мы вот проанализировали вот эти составляющие, мы заканчиваем нашу презентацию, и по сути, да, к окончанию уже подошел наш вебинар, мы общаемся чуть больше часа. Я напоминаю просьбу зарегистрироваться, и сейчас адресую вопросы в чат и в живую аудиторию, которая сейчас находится у нас в зале. Пожалуйста. Вопросы обещали? Наши очень стесняются, думают, их слышно. Не, коллеги, не слышно. Слышно в основном меня. У нас вот как бы показали, да? Да. Диаграмму. Но труд у нас же вообще нельзя детей заставлять. У нас воспитатели коррекционной организации спрашивают, нам же вообще нельзя заставлять детей трудиться. Все прекрасно знают ответ на этот вопрос, и в режиме вебинара я на него отвечать не буду. Пожалуйста, еще. Если, допустим, немножко на себя, обязательно надо на высшую, чтобы прошло 3 года, правильно? Вопрос такой, обязательно ли на высшую категорию представлять результаты за 3 года? Я напомню, категория присваивается сроком на 5 лет. Но чтобы вам не показывать все 5 лет, мы с опорой на порядок аттестации, там написано, что педагог на высшую категорию должен показать положительные результаты освоения обучающимся образовательных программ, динамику положительных результатов. А динамика – это минимально 3 года, поэтому 3 года. Их уже уменьшать некуда, скажем так. Что, пожалуйста. Да погромче. Если прошли соответствие, да, 2 года вот у меня прошло, Если вы прошли соответствие, вам нисколько не нужно ждать, вы можете хоть до соответствия, хоть после подавать на категорию. Это не взаимосвязано. Причем, если вы аттестованы на, допустим, первую категорию впервые, да, то должно пройти не менее 2 лет, прежде чем у вас есть право подать на высшую. То есть это определено порядком аттестации. А если с первой, например, был отрыв? Ну, типичный вопрос, если человек не аттестовывался. Вот у него, например, была первая или высшая, и он не аттестовывался, например, там полгода, 2 месяца, там 3 года. Вот сейчас в нынешнем порядке аттестации здесь нет ограничений. Была у вас высшая, спокойно можете подавать на высшую, если готовы, разумеется. Была у вас первая, можете подавать как на первую, так и на высшую. Если было отрыв, допустим, 5 лет, как раз вот 3-й год полностью выполнился. На высшую мы подаем, чтобы были 3 последовательных года. Если у вас вот что-то как-то пропадает... Еще раз, любая категория присваивается сроком на 5 лет. То есть закончилась дата действия категории вот сегодня, естественно, да, вам нужно получать новую. Вам уже работодатель не будет оплачивать по категории, потому что это незаконно. И я, получается, снова на первую должна. Если у вас первая была не менее 2 лет когда-либо, вы имеете право подавать на высшую. Нет, если отрыв от деятельности был, я вообще сферу поменяла, получается, деятельность. Нет таких ограничений. Ответила на вопрос. То есть человек говорит о том, что он занимался чем-то другим еще пару лет. Но так как есть документ о том, что действовала категория первая больше 2 лет, вы имеете право подавать, если у вас есть результаты. То есть это же еще и эксперты будут определять, соответствует, не соответствует. Но, в общем, да, коллеги, мы понимаем, да, что наши вопросы носят вот такой вот характер технический, он тоже чрезвычайно важен. Единственное, я могу сказать, что это все написано в порядке аттестации. Вот единственное, да, зачастую забываю сказать для тех, кто с этим не сталкивался. Сайт КРИРО, Коми Республиканский институт развития образования. Зашли на сайт, нашли раздел «Деятельность», нажали на него.
Перешли в рубрику «Аттестация». И вот перед вами раскрывается раскладка. Там новости, нормативные документы, модели портфолио. У нас очень хорошо рубрика или раздел, вечно путаемся, да, структурирован. Поэтому у вас есть возможность посмотреть. Наверное, при желании я и сейчас могу открыть, но это абсолютно не проблема. Как правило, все уже разобрались с этим. Ну вот есть педагоги, да, которые там вот спали там 4 года, вот сейчас решили посмотреть. Вот. Если у нас все, чат уточнил вопрос? То есть вопрос не уточнили. Еще раз, о чем он был? Получается. Вопрос очное обучение, как учителям будет или нет. Ну, то есть, еще раз, да, вот, если речь идет о школе-интернате общеобразовательном без кавычек коррекционное, то для учителей курсы очные проводятся, да, по разным предметам. Если речь идет о курсах, например, там, тех же очных по аттестации для учителей специальных коррекционных школ, то они бывают разные. В частности, в этом учебном году я проводила такие курсы, на них приезжали учителя именно специальных коррекционных школ. Мы не стали смешивать с воспитательными, все-таки есть немножко разные задачи. Курсы проходили в 2 модуля. Первый модуль именно был связан с аттестацией педработников, а второй модуль мы посвятили именно разработке занятия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. То есть на сегодняшний день вот этот модуль реализую в институте только я. Да, вот один из самых сложных модулей, но у нас хорошо получилось, мы уже дважды или трижды, вот раз в год примерно такой модуль реализуем. Если мы его будем заявлять, то скорее всего осенью следующего года, ну точно так же, как анонс по курсам воспитателей мы тоже будем делать, наверное, в сентябре. Группа собирается, не собирается, да, соответственно, проводим, не проводим. Но сразу поясню, да, безусловно, я бы могла ряд модулей перевести в дистанционный режим, но, если честно, вот такая вот профессиональная позиция, считаю это неэффективным, не совсем продуктивным. Я напомню, у нас воспитателей, да, переподготовки такой нет такой именно детских домов, школ, интернатов. У нас нет такой, да, специальности в вузах, поэтому для воспитателей детских домов, да, мы уверены, курсы очные обязательные. Ну, коллеги, которые приезжают на курсы, это подтверждают. Поэтому это вот ответ на тот вопрос. Уважаемые коллеги, спасибо вам за внимание. Да, вы знаете, как к нам обращаться. Да, это центр аттестации. Путь я вам сказала, да, к РИРО деятельность аттестация. Там наши адреса, телефоны размещения. Всех благ вам.